то, что я зарабатывал, вкладывал в свои мозги, ходил на тренингах. А зажигалку можно включить в 40 лет? Просто пиши план на 100 лет. Делай то, что дозволенное. И у тебя будет конкретная удача. А любое изменение – это болезненно. Добрый день, в эфире Джусухпат, и сегодня у меня в гостях бизнес-наставник из Востока Саидмурад Давлатов. Добрый день. Добрый день. Добрый день, уважаемые наши. Вы прилетели к нам откуда? С Душанбе сейчас. Это ваша родная страна? Да, Таджикистан. Родина. Но живете вы в Бишкеке? Ну, так сложилась жизнь. Да, Или больше все-таки в самолете? Ну, я сам в самолете, но семья в Бишкеке, вот так. Так сложилась жизнь. В 96 году вы работали грузчиком в Москве, и кто вам подсказал, что те деньги, которые вы зарабатывали, которые хватали вам, ну, буквально на пропитание, да, вы пошли и потратили на тренинг? Знаете, в школьные годы я отлично учился. Учителя меня вдохновляли к этому. Может быть, так сложилось. Мне было 8 лет, когда мама отдала наставнику, а наставник обучал меня законы шариата, мудрости жизни, духовности и так далее. Он закладывал в меня именно духовный интеллект. Это привело к тому, что беспрерывное развитие. И поэтому в школьные годы 1/3 часть вообще, наверное, библиотеки в школе я почти прочитал. Все это древнеперсидские классиков, я очень много изучал. Руда Киев, Рудавси, Умар Хайям, Джалалуддин Руми, всех их изучал. Они это великие мудрецы. Там с 9 века же начинается. Поэтому вот это все мне очень сильно помогло. Когда я приехал в Душанбе, я поступил в 3 вуза. И в 3 стал студентом. Это было в 95 году. 95-96 год я стал студентом в 3 вузах. Это музыкальная академия, потом политехнический университет инженер-строитель, а потом этот университет юридический факультет. Но была гражданская война, тяжелые годы, были трижды деньги поменялись, мы потеряли все сбережения. И у меня денег не было учиться. Я 3 раза стал студентом, денег не было учиться, я бросил вуз и уехал в Москву, чтобы подрабатывать, вернуться учиться. Первый мысль был такой. Ну, кто знает, что я уеду там, я останусь так, и вот так. И поэтому, когда я приехал в Москву, я работал сначала полгода грузчиком, чтобы подрабатывать, чтобы вернуться учиться. Идея была в этом. Но когда я начал работать, ну, подрабатывать, зарабатывать как грузчиком и так далее, как гастарбайтером, и я начал понимать, что тяжелым физическим трудом невозможно изменить свою судьбу. И все то, что я зарабатывал, вкладывал в свои мозги, ходил на тренингах. И, наверное, эта тягость самого в школьные годы формировалась. Просто я заметил, что когда человек 3 вида интеллекта развивает, у него закаляется характер. 3 вида интеллекта. Первый – это академический интеллект, школа помогает. Надо в школе стараться учителя отличникам. Хотя много считают, что отличником быть не обязательно, а я считаю, что нет, это надо. Надо стремиться быть лучше. Когда ты стараешься учиться на отличном уровне, ты привыкаешь в жизни все делать на отличном уровне. Ты просто привыкнешь, это твой характером становится. В школе человек получает оценки не за ум, а за вложенный труд, за усилия. В жизни, например, в бизнесе, твой вложенный умственный труд, это ты получаешь прибыль и место на рынке, конкурентоспособность и так далее. Поэтому вот я заметил, что вот именно академический, именно получается интеллект, а второй это духовный интеллект. Духовный интеллект это те мудрости жизни, те ценности, человеческие ценности, которые обучают разные религии, шариат и так далее. Мне повезло в этом плане, что мама отдала меня наставнику, и мой наставник, он был величайший мудрец. Он мне вкладывал в мое сознание эти вещи. И я заметил, что духовный интеллект раскрывает у тебя сознание. Ты начинаешь видеть те вещи, которые не всем понятны, не всем видно. Она реально изменяет твое мышление. Я это откуда понял? Когда начали изучать много наших классиков, я заметил, что большинство из них закончили священные книги Коран и так далее еще 7-8 лет. Что Фурдавси, что Рудаки, что Умар Хайям, что Алишер Навои, Джуми, Аль-Фараби, они все, понимаете, Ходжама Ясави, они все закончили до 10 лет, до 15 лет. Эти священные книги. И это раскрывает сознание. Вот это я хорошо, теперь я понимаю. Тогда я не понимал, сейчас я осознаю. Вот. И третья вещь, конечно, это физический интеллект. Я считаю, что физический интеллект тоже надо развивать. Я много работал, с селями выросли.
силе, мы много работали. Трудолюбие должно быть, Трудолюбие. Да? Это все друг на друга складывается. То есть интеллект должен быть духовный, ментальный, интеллект, ну, академический, да? Да. И физический. А к этому добавить надо еще это финансовый интеллект. А эти 4 вещи, как 4 стены, держат человека везде. Характер очень... Но не все готовы учиться. Я знаю очень много людей, которые отучились в университете, в школе, может быть, даже учились в магистратуре. Ну и все на этом. Как бы к книгам больше не возвращаемся, к учебе не возвращаемся. Есть практика, есть опыт, и этого достаточно. 3 проблемы. Сейчас скажу. Первая проблема в чем? Первая проблема в том, что раньше образование было достаточно, образование гарантировало хороший образ жизни. А сейчас уже нет. Сейчас образование не гарантирует, потому что знания устареют очень быстро сейчас. То, что мы знали, например, и актуально было 10 лет назад, сейчас не работает. То, что даже 5 лет назад было актуально, сейчас уже она неэффективна. Ну и плюс к нам в Казахстан знания приходят чуть позже, да? Да, да. Там книги переводятся позже, да. И все равно мы как-то немного отстаем. Конечно. Вторая вещь, это мышление. Есть люди, которые даже хорошо зарабатывают, но у них мышление того, что учиться нету. Ну, он попал в начале волны, как-то ему повезло, да, вот в начале оказалось удачливым. Бывает такое, он в начале волны оказался, и он считает, что теперь всегда будут таким успешным и так далее. Они не учатся, это мышление просто, это мышление. И третье, учиться это самый большой труд. Это на самом деле очень большой труд. В мире не существует такой труд, как учиться. Потому что учиться – это что такое? Это не набор информации. Учиться – это не набор. Это не подтверждение фактов. Это не просто знать название несколько моделей одежды, или название парфюма, или шоколада, или несколько программ компьютера. Нет. Учиться – это изменить себя как человек. Учиться – это принести изменения в свою судьбу. Изменения, скажем, я не говорю, что под изменение, ты же не можешь свою нацию менять, но свое качество жизни менять можешь. Учиться – это изменить себя. А любое изменение – это болезненно. Вы понимаете? Любое изменение – это болезненно. И плюс никто не хочет себя заставлять учиться. Но я заметила, что за время пандемии, вот 2 года, да, мы находимся в этом режиме, особенно когда мы были на локдауне, очень много людей пошли учиться. Я сама выкупила все онлайн-курсы, я запустила новые онлайн-курсы. У меня за это время тоже огромное количество людей обучились. Я думаю, у вас обучилось, да? То есть люди за время пандемии, наоборот, вот как раз, мне кажется, вот эти пробелы все и закрыли. Скажу вам так, мы более 400 чем-то тысяч человек обучали в пандемии. 400 чем-то тысяч, 430 чем-то, по-моему, около, может быть, даже 450 тысяч обучали за это время, за 2,5 года. Это те люди, которые одноразовые тренинги посещали, однодневные, двухдневные, разные. Но иногда этого людям недостаточно. Вот я знаю людей, которые постоянно учатся, ходят на тренинги, да, там прокачивают себя, но им как будто бы не хватает смелости начать бизнес, то есть уже сделать первый шаг, да, ну, ты хочешь сказать, ну, сколько можно уже настраиваться? Смотрите. Давай уже вперед. Это характер. Это вообще основная проблема человечества – это неуверенность в себе. За годы своей работы я это понял. Вы представляете, 15 лет я уже работаю, более 1 200 000 человек посещали мои тренинги. Это те, которые мы знаем, а те, которые книги читали, те, которые мы не знаем, их еще больше. Представляете? И что я к какому выводу пришел? Вывод какой? Встречая каждый день сотнями людьми, я пришел к выводу. Основная проблема – это неуверенность в себе. Слабый характер, неуверенность в себе, вот эти вещи. И неорганизованность. То есть человек неорганизованный. Ну а как ему организовать себя? Планировать свою жизнь. Слушайте, вот я знаю людей, которые вот им 40 лет, они до сих пор не собраны, не могут себя собрать, не могут просто вот элементарно свое тело утром поднять пораньше, выпустить в люди и иди зарабатывать деньги. Нету цель жизни. Очень важна цель жизни. Очень важно, человек должен несколько вещей понять. Жизнь имеет начало конца. И ты временно находишься здесь. И за это время надо реализовать себя. И много времени, когда мне много людей задают, дайте один совет, который изменит мою жизнь, я говорю им, распиши стратегию своей жизни. Это изменит твою жизнь. Это что означает? Это означает, что мы с тобой точно понимаем, что мы 1000 лет не живем, но мы знаем с тобой, сколько лет мы живем, сколько мы можем жить. Мы с тобой знаем, что в среднем живем от 70 до 100 лет, кто-то 50 лет и так далее. Я людям говорю всегда, планируйте на 100 лет.
Просто пиши план на 100 лет. Это первое, что надо делать. И второе. По годам или по месяцам? Сейчас. Хотя бы каждые 3-4 года. Ключевые вещи пиши. Я так делаю. Я так делал, когда мне было 15-16 лет. Мой наставник сказал мне такую фразу. Он сказал мне, что ты в этом мире ничего не изменишь, но ты можешь свою жизнь делать шедевром. Я пришел домой и думал, если моя жизнь как эта комната, значит я сюда выношу то, что мне нравится. Почему бы свою жизнь не сделать таким, как мне нравится? Я начал писать все подряд. Я начал писать так, что я маму отвезу в Мекке, я буду писать книги, я буду иметь дом в Душанбе, я буду учиться в Москве, я буду того. Я написал так и так далее. Так. Просто я общее представление о своей жизни. Другими словами, идеальные картины своей жизни. Я расписал подряд, просто тупо. Это был первый шаг, что я делал. Второй шаг, что я делал, их раскидал по календарный год. Я сидел, думал, они же за один день не появятся. Когда они должны появиться? Расписал. Там было вот так. 48 лет я стану доктор наук. 40 лет маму отвезу в Мекке. В общем, 35 лет я буду состоятельным человеком. И так далее, и так далее. Я расписал. И вот так я расписал до 100 лет. Просто потом оставили, уехал. Когда я все расписал, требовалось 104 года. Я это все впихивал туда и 100 лет сделал, уехал. И когда мне было 33 года, я приехал домой, мама попросила меня, давай построить дом. Я приехал, чтобы построить новый дом, и убрал старые чердаки. И там смотрю, ящики мои, я говорю, мама, где моя библиотека? Ну, селе, что бы делать, немножко, один день по гостям ходил, второй день, уже скучно, хотел книги взять, почитать, говорю, где моя библиотека? Я смотрю, убрали оттуда все. И она говорит, вон там в коробках. Я коробку открою, там это альбом. Вот это листы собрали туда, поставили. Я открываю, почитаю. Мне было тогда 33 года. Послушайте, вот самое интересное. Там было написано, 48 лет я стану доктор наук. Я стал доктор наук 27 лет. Было написано, что 40 лет маму отвезу в Мекке. Я маму отвез 26 лет в Мекке. То есть меня поразила одна интересная вещь. Наш мозг имеет свойство опередить. Опередить по времени. Почти 80-85% те вещи, которые за 100 лет я написал, они в моей жизни уже были. Я тогда понял этот секрет, я сидел и заново писал все. Теперь то, что сейчас сделал в жизни, это 5% из того, что теперь надо делать. Потому что понял, как это работает. Я думал, максимум... Но оно работает как? Оно же работает, если ты написал, целью жизни сделал и пошел делать. Сейчас внимание, я приду к этому пониманию. Сейчас приду от знаний к действию. Покажу, как надо прийти. В Коране написано, что в самом начале Всевышний Аллах создал карандаш. А почему? Может быть, это нам подсказка? А почему он карандаш создал? Потом написано, что за 6 суток он создал все эти галактики. О, это подсказка. Внимание, обратите, это все подсказка. Третий, первый сура Корана начинается «Учись во имя твоего Бога». Вот, внимание. И внимание, я начал это все изучать, анализирую. Мой плюс в том, что я и изучал и духовные направления, и изучал и науку. И понял, как они работают. Они круто работают. Это означает, что берите с собой карандаш, начните писать. Это формируется все. А как ты начнешь писать? Маленькими шагами двигайся. Я считаю, что надо ставить большую цель, чтобы иметь представление от общей картины своей жизни. И вообще в любом надо иметь большую цель, чтобы иметь общую картина, да? Когда общую картину имеешь, представление, а потом маленькими шагами двигаться. Любой маленький шаги поднимает уверенность. Иногда я людям рекомендую, каждый вечер пишите от 5 до 10 вещей, что вы сегодня сделали. Просто что сделал? 2 страницы книги почитал, 2 звонки делал, 5 встреч провел. Что сделал, то, что приближает к цели. Просто фиксируй это. Фиксируй, это тебе поднимает уверенность. Достигая маленький результат очень сильно поднимает уверенность, вдохновляет человека. Когда это все я написал, в следующий раз, вот это когда мне было 33 года, это было мне сейчас 43, 10 лет назад, я кое-что добавил к этому потом. Я расписал все, какие навыки мне нужны, чтобы это все добиться. Какие навыки. А потом я написал, какие навыки мне нужны, хорошо, расписал их, несколько навыков, а потом расписал, кто в этом мире для меня могут стать наставником. У кого я могу пойти это консультироваться, у кого я могу пойти спросить, где я могу изучать. Я расписал список наставников, у которого надо учиться. И это изменило все. И эти люди появились в вашей жизни? Еще как.
О чем Уже дружите, наверное. Конечно. Из 20 человек, которые я написал, что 20 человек написал, с которым я хочу, чтобы общаться, консультироваться и так далее, 14 из них со мной общаются, в моем телефоне их номера есть. И это так работает. Саймурат, это так работает подсознание или же это такой настрой? Сейчас скажу вам. Знаете, когда начнешь это делать, ты начнешь об этом думать. Человек в итоге является тем, о чем он думает. И жизнь человека появляется только то, что он способен понять. Он не может принести в свою жизнь то, что он не понимает. Просто дело в том, что когда начинает он об этом думать, писать об этом, он таким образом формирует картографию своих мышлений, как трафарет. И он начинает видеть в своем видении. У него появляется видение своего будущего. Туман уходит. Все. У него внутри зажигалка уже зажегся. А зажигалку можно включить в 40 лет? И доход 60 лет. У меня есть ученица, например, давайте я вам скажу так. Сейчас в Москве закончил. 4 дня назад в Москве прилетел в Таджикистан. Была женщина 66 лет. У нее была в руках 17 тетрадь конспект мои тренинги. 17 тетрадь. Она в Ютубе послушала почти все мои записи. 17 тетрадь. Конспект делала. 17 тетрадь. Сели общие тетради такие. 64 года открывала бизнес. Ей сейчас 66, у него производство стройматериалов для фасада. Она сейчас пошла у меня учиться на годовое обучение. 66 лет женщину. Я восхищаюсь такими людьми. Я ей сказал, вы для меня учитель. Она говорит, почему, наставник, я к вам прихожу научу. Я говорю, нет, вы для меня учитель. Потому что в таком возрасте продолжать. Дело в чем? Дело в том, что стоит, чтобы человек перестал учиться, подсознательно принимает тот факт, что его жизнь приближается к концу. Вы понимаете? Стоит, чтобы человек перестал учиться, он уже осознает подсознательно, что его жизнь приближается... Что он уже все, идет с базара. Да, он уже начинает соглашаться, что все, кем он мог стать, все закончено. И это очень плохо. Поэтому, а когда человек учится, у него надежда сохраняется, а в надежде есть духовность. В общем, друзья, нужно быть голодным всегда, да? Это очень важно. А чтобы потом от учебы прийти к действию, внутренняя самомотивация нужен. Стоит, чтобы он это думал, она все равно созревает. Есть информация, которая тебе не дает покоя. Что человек дает силе? Мысль. Мысль дает силу. Это огромная сила дает мысль. Нужно, чтобы просто попал правильная мысль в голове человека. Просто правильная мысль. И среда. Если у человека знания есть, но он ничего не делает, я сразу скажу, надо поменять среду. Потому что вокруг него сдерживающая энергия больше, вокруг него, которые именно люди, которые лентяи, люди, которые страха много, люди, которые переживают. Внутри человека два силы. Одно движущая сила, второе сдерживающая. А сдерживающая сила — это страх, сомнение, промедление, откладывание на потом и так далее. Их много у людей. На 90% сдерживающей силы у людей много. А движущие надо развивать. Надо развивать постоянно, тренироваться, развивать и так далее. Поэтому человека, который, если знания есть, но не могут их практиковать, я рекомендую так. Просто иди, стой рядом тем, кто делает. Просто стань его помощником, просто стань его водителем. И он тебя вдохновит, да? Да ты автоматом меняешься. Таково правило жизни. К чему ты прикасаешься, тот прикасается к тебе. А к чему ты чаще прикасаешься, ты этим становишься. Например, если ты чаще общаешься с религиозным человеком, ты начинаешь жить по религии. Если чаще общаешься с политиком, ты начинаешь интересоваться политикой. Если чаще общаешься с спортсменом, ты начинаешь заниматься спортом. Если чаще общаешься с миллионером, станешь миллионером. Хочешь, не хочешь. Все элементарно просто. Я, кстати, тоже называю себя, что я человек-тренажер, да, для многих людей, вот вплоть и для своих молодых, да, сотрудников. Я тренажер, потому что я обучаю, меня тоже когда-то так обучали. Конечно, да. И когда ты перфекционист, ты требуешь лучшей работы, да, то есть ты постоянно растешь, и ты требуешь этого от других. Это очень хорошее качество. Бизнес. Почему люди теряют бизнес? Есть несколько факторов, чтобы терять бизнес. Я могу сказать о своей ошибке. Я тоже потерял бизнес. У меня 67 бизнеса опыт. 67 бизнеса опыт, где-то я был инвестором, где-то сам управлял, где-то такое, что-то из них пришлось закрывать, что-то продавать. Люди теряют бизнес по несколько причин. Первая причина – нету грамотного финансового управления. То есть нету управления риска и нету четкой системы управления финансов. Они его вовремя не видят, они его видят задним числом.
То есть не поставлена именно в модель именно управления ресурсами, управления риски, именно первое, что необходимо. А второе, устраивает бизнес-модель, потому что все появляется новое и так далее. Третье. Это как кодек, да? Да. Умер, Кодек потому умер. что пришли Да, цифровые фотоаппараты. Да. То есть, и третье, не обновляется портфель продукта, не обновляется. Когда не обновляешь, почему iPhone каждый год новый выпускает, или Toyota новый выпускает и так далее. Это очень важно. Конечно, все зависит от бизнес-модели тоже. Например, Snickers сколько-то лет один и тот же шоколад продает, но он начал продавать по разной упаковке. Понимаете? Или Coca-Cola одно и то же напитка продает столько-то лет. Ну, либо нужно создать совершенный продукт, который хочется всегда. Нет, надо знать, в каком месте занимаешь рынки. Например, Coca-Cola занимает номер один в рынке безалкогольный напиток. Или Snickers тоже в этом своем области номер один в этом. Или Макдональдс в области там фастфуда и так далее. И к разным уровням ты должен иметь разные стратегии, разный подход стратегии. Вот это очень важный момент. Поэтому следующая вещь, бизнес умирает. Почему? Потому что руководители, топ-менеджеры, они не меняются. Они не меняются. Вот не гибкие они не гибкие. Например, Nokia, посмотрите, Nokia, почему умер? У него было 84,3% телефонный рынок земного шара, а сейчас около 4%. А почему он умер? Потому что они не развивался. Они игнорировали, когда появился Android и так далее. Они сказали, мы так это крутим и все и так далее. Поэтому, помните, в начале нашей беседы я сказал, если вы успешны, теперь надо вам 2 раза больше учиться, быть гибкими, меняться, чтобы развиваться. То есть, другими словами, то есть постоянно... сейчас бизнес — это спорт, да? Еще как, еще как. Это бизнес надо постоянно что-то новое внедрять. Тестировать, внедрять, тестировать, внедрять. Новый продукт, новый услуг, что-то новое делать. А если ты не делаешь что-то новое, ты остаешься позади. Люди хотят что-то новое. Например, посмотрите, у людей нет уже старой посуды уже, старой мебель, старой обои. Нет. Ну почему? Есть люди, которые живут годами со старой мебелью, в старой квартире, со старой посудой. Внимание обратите. И со старыми мыслями, Я не наверное. говорю, что таких людей нет. Я говорю, что люди не хотят купить. Они не готовы платить за старый дизайн обоя, который в 2000 году был. Старый мебель, который в 2000 годах был. Старый телевизор, который... Они не будут покупать это. Возможно, есть кто-то живет, возможно. Но я имею в виду, чтобы как делать бизнес. Я имею в виду как бизнес. Поэтому это так. А удача в бизнесе важна? Я скажу вам, мне везет столько, я над собой работаю. Удача откуда появится? Некоторые люди думают, что удача просто там откуда сверху. Нет. Вы сами себе сделаете удачливыми. Если вы профессионально работаете, и на базе фундамент должно быть духовной ценности, тогда у вас будут баракат и удача. Фундамент должен быть духовный. То есть когда ты много работаешь и духовно развиваешься, занимаешься благотворительностью, тогда будет удача. Да, например, бизнес надо построить на духовной ценности. А что это значит на духовной ценности? Например, дай больше, чем тебе платят. Например, делай больше благотворительности. Вовремя плати зарплату. Ни одного минуты не тяни. Это все духовные ценности. Следующее. Сделай так, чтобы люди были благодарны за продукт, за услугу, который тебе покупают. Я считаю, что всегда должно быть в любом вещи вот этой духовной отдача. Это очень важно. Когда человек покупал продукт или услугу, и он в душе благодарен вам за то, что купил у вас. Остается благодарным, довольным, он кому-то расскажет и так далее. Вот это все на базе духовной ценности. Никогда не продавай то, что не стоит продавать. То есть удача не приходит к тем, кто условно делает бизнес, может быть такой нехаляльный бизнес, но при этом еще и не занимается благотворительностью, не развивается духовно. Делай то, что дозволенное. Делай то, что дозволенное. И у тебя будет конкретная удача. Это так. Это баракат, это удача. Это... А если духовная ценность... Баракат вообще такое очень классное слово в исламе, да? То есть это все. То есть если ты будешь все правильно делать, то тебя ждет такой баракат, что будешь просто мега богат. Да. Это так, потому что все это так. Богатство дает Всевышний, детей дает Всевышний, здоровье дает Всевышний, знания, известность дает Всевышний. Но если ты, человек, правильные вещи делает. А какие ошибки совершает человек? Наверняка к вам приходят как бизнес-наставнику предприниматели, которые
потеряли в своей жизни все, что имели. Мы знаем такие случаи, когда человек имел все и потерял в один момент. Ко мне приходит очень много людей, которые потеряли, и приходят люди, которые много в долгах. Я сам когда-то был в долгах, я вылез, и даже в голове многих людей я ассоциируюсь как человеком, который вытащил многих людей из долгов. Я очень многим людям вытащил из долгов, потому что сам был в долгах. 174 человека были в долгах, еще в 4 банках. Но в тот момент для меня это была большая сумма. Около 3 миллионов долларов были в долги, а бизнеса нет, ничего нет, платить было очень сложно. Я видел фильм полиции, милиции, бандитов, и кого угодно, КМБ, СМБ, всех видел. Можно сказать, да, это правда. Через много пришлось пережить, пройти через много и так далее. Поэтому ко мне приходит очень много людей, которые потеряли и так далее. Но какие ошибки совершает человек? Ошибки, первое, так, когда у них доход идет, рост, они не контролируют издержки, они не контролируют расходы, они берут еще более большие обязательства. То есть их расходы превышают их доход. Еще самое интересное, в развитии роста, когда рост идет, они берут еще больше обязательства, думая, что теперь всегда будут так. То есть они начинают брать большие кредиты, они начинают брать много товаров под реализацию, они начинают расширяться, много арендных площадей увеличивать количество персонала. Это придет к надутию арендных площадей, надутию расходы и самое главное, постоянные расходы. Есть переменные расходы. То есть он увеличивает расходы, да? Он увеличивает их, а постоянный расход. Дело в том, что расходы они постоянные, потом доход не постоянный. Кредит брал, надо платить. Доходы есть или нет, надо платить. Поэтому, когда у них рост, они увеличивают обязательства, увеличивают, можно сказать, расходы неосознанно. А когда развитие рынка, это нормально, незаметно как-то. А стоит, чтобы колебание начался, все, а расходы постоянно, доход уже падает. А что они делают в этот момент? Думают, где-то не будет надо брать, чтобы временно как-то удержаться. Но они где-то долг возьмет или кредит, временно удерживают, но эта ситуацию еще ухудшает, потому что одна проблема станет 2 проблемы, а только чуть-чуть на время тянется, но потом все равно к этому надо вернуться. Поэтому первая проблема, почему люди теряют, именно это. Вторая проблема в том, что они не создают резервный фонд. Резервный фонд у них нету. Это большая проблема. Четвертое, можно сказать, что не контролирует рост. Знаете, бизнес это такой. Постоянно надо фокусироваться на развитии продажи и минимизация издержки. Беспрерывно это надо делать. То есть оптимизировать всегда расходы и все время думать о том, как увеличить продажи. Да. Следующая вещь, почему они банкротятся, иногда потеряют бизнес, нету расширения. Где нету расширения, там либо ты расширяешься, либо сокращаешься. Вовремя надо знать, когда расширяться. У меня есть такая стратегия. Я расширяюсь, когда кризисы. Я такую стратегию использую. То есть, когда все сжимаются, сейчас, смотрите, вы расширяетесь. Когда развитие рынка, я наоборот начну сохранить деньги. Я просто это понял, 2008 год. Сейчас, когда я зарабатываю, то есть все развитие рынка, все довольны, все берут кредиты, я не делаю, я не тороплюсь. Я в развитии рынка, я создаю капитал, набираю мощь. Как вода делает? Вода набирает мощь. Это стратегия воды. Когда развитие рынка, я делаю эту вещь. А когда чуть-чуть вот так, или колебания, спад и так далее, я начну хорошенько расширяться. Почему? Арендные площади более доступны. У людей в голове страх. И я прихожу, даже свой персонал, 3 вещи я делаю. Первый, я начинаю расширяться. Я начну освобождаться хорошие места, доступной ценой я нахожу зайти в разных магазинах, торговых центрах и так далее. Второе, что я делаю, это команда создаю. Хорошие кадры придут ко мне, недорого. Они придут, адаптируются в моей команде, пока такой. А когда чуть-чуть нормализуются, они показывают очень хорошие результаты. И третья вещь, что я делаю, я поднимаю зарплату. Я всегда так делаю, 3 раза так делаю. И когда так, первый год 30% поднимал. То есть прошлый год был ваш год? Да, я поднимал 100% зарплаты, ребята. 100% поднимал. Некоторым людям 100%, некоторым 70-50%. А как вы думаете, что происходит в голове сотрудника, когда среди друзей сидит, с семьей сидит? Они же везде все говорят: вау, кризис, ты же телевизор, кризис, везде все хаос, все страх, а все подсознательно ждут, что скоро бессодержательный отпуск, увольнение и так далее. Также я начал, когда это практиковать, я не говорю, что во всей моей компании получилось это. У меня 24 компании, но 20 из них я это делал. И это крутой результат дает. Слушайте, это очень хороший совет, очень хороший лайфхак,
потому что действительно люди все-таки думают как-то так, стадно, да, то есть там кризис, надо закрываться, все закрываются, да, там все хорошо, надо расширяться, все расширяются. Последний вопрос. Да. Я знаю, что у вас очень большое количество учеников по всему миру, да, и в Казахстане у вас, и бизнес есть. Спасибо. Вот самое главное в бизнесе что на сегодняшний день? На сегодняшний день самый главный бизнес, я бы сказал, что бизнес, ну, не могу сказать одну вещь, они все главные, например, сейчас скажу, это похоже, что мы же не можем сказать, сердце главнее там, или там, мозг главнее, они все нужны, чтобы система работала, правильно же? Вот, бизнес сейчас, по моим понятиям, несколько вещей главных. Самый первый – это его конкурентоспособность. Это первый. Он должен быть под слово конкурентоспособность я подразумеваю, команда должна быть эффективна, бизнес-модель должна быть эффективна, и управление ресурсами должно быть эффективно, бизнес должен быть оцифрован, технологичным должно быть и так далее. Все эти вещи, объединяя, создают у вас конкурентоспособность. Иначе конкуренция убьет. Это очень важно. Но главный механизм – клиент должен выбрать вас. Потому что клиент дает деньги. Клиент должен выбрать вас. А клиент когда выбирает вас? Когда видит, что вы лучше. Когда вы даете ему то, что не найдет в другом месте. Когда вы даете ему то, что можно сказать, по его понятиям является справедливым. Справедливо. Да, по его понятиям это справедливая цена, справедливая там и так далее. То есть вместе с товаром ты даешь какую-то ценность. Да, он готов платить за эту ценность. Когда ценность превышает деньги, которые он платит, он тогда платит. Жалко, да? Да, он платит. А личный бренд важно сейчас? Очень важно. Личный бренд очень важно. Стало такое время. Сейчас, например, если вы посмотрите, по всему миру так. Почему люди iPhone покупают, ассоциируются с Стив Джобсом или там, не знаю, это Илон Маск. Посмотрите, его свой личный бренд как используют для того, чтобы и он очень сильно влияет на рынок. Еще как. От него зависит колебания. Просто два модели построения бизнеса существует. Один модель, на который делают японцы, другой модель, который американцы. Американцы, они построят на личный бренд, а японцы нет. Например, мы до сих пор не знаем, кто директор Toyota или кто там управляет там Sony и так далее. Мы вообще понятия не имеем. Но точно знаем, что там, скажем, Илон Маск или там Стив Джобс или там Джефф Безос и так далее. Всех их знаем. Правильно же, что Amazon ассоциируется с ним и так далее. Почему японская модель по-своему хороша, американская модель по-своему хороша? И то работает на рынке. Американская модель работает, связана с личным брендом, и капитализация бренда поднимает. А японцы говорят, что японский подход такой, что, например, если все привязывать к личности, после смерти личности, может быть, упадет бизнес капитал. Тоже может умереть, да? Капитал могут упасть резко, резко могут. Но хотя мы видим, что Стив Джобс умер, iPhone же не умирает, продолжает. Хотя это тоже видим. И я считаю, что и то, что можешь делать, надо делать. И то работает. Но классно, если вы возьмешь личный бренд от американцев, но система, которая беспрерывное совершенствование, Кайдзен, да, беспрерывное совершенствование системы японцев. И то это работает, крутая вещь, что создает. Сегодня просто получили очень много лайфхаков, советов, рекомендаций. В кризис, друзья, расширяемся, увеличиваемся, да, растем. И вообще в целом я вот прям сегодня, знаете, получила удовольствие, потому что я услышала то, что я сама транслирую людям. Я всегда говорю: учись, 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 потому что я просто сама наблюдаю, люди, которые постоянно учатся, с ними интересно поговорить, да. Неважно, сколько им лет, 70, 80, там 30, 20. То есть человек, который держит руку на пульсе, да, знает, что сейчас в тренде, как развиваться, да. С такими людьми всегда интересно. И вот с вами тоже очень интересно. Кстати, я вам не сказал, по-моему, $37 миллионера мы выросли из моих учеников. $37 миллионеров? Да. Это половина из них были люди, которые зарабатывали $1000, $2000, $3000 в месяц. Сейчас они миллионеры. То есть у них капитализация миллион или оборот миллион, прибыль уже больше миллион. $37 миллионера вырастил. Мой цель 100 миллионеров вырастить. 100 учеников миллионеров вырастет, если 100... Это $37 миллионеров казахстанских? Они из Казахстана, Узбекистана, России, они из разных стран. Потому что большинство людей очень сложно первый миллион зарабатывать. Когда первый миллион зарабатываешь, появляется немножко деньги, ты можешь уже платить, нанимать лучших кадров. И, соответственно, у тебя намного проще становится. Спасибо большое. С нами сегодня был Саидмурад Давлатов. Подпишитесь на него в Instagram, слушайте его в YouTube, развивайтесь, учитесь и читайте книги. Я знаю, 24 книги, да? 22 книги. Значит, еще
будет 2. Да, да. Сейчас работают 2 новые книги. В этом году я сейчас работаю книги «Я инвестор» и книга «12 заповедей руководителя». Вот, они очень хорошие книги. Главное, не останавливайтесь и вдохновляйте нас, Спасибо. Потому что сегодня я получила очень много интересных инсайтов, я думаю, зрители тоже. Спасибо большое. С нами сегодня был Саидмурад Давлатов, бизнес-наставник из Востока.